Сегодня 22 октября. Вчера вернулся с первой избы. И уже когда возвращался, уже дождь начинался. Все как было, конечно же, увидите. Котяра в ошейниках. Сегодня он, да и всю ночь поливал у нас. В Коме опять непогода. Пасмурно, сыро, дождливо. Давай на прогулку. Котяра. Любит она так сидеть вот. Просто нюхтит, дышит воздухом. Не понравилось? Он в ошейнике. Блохи. Подозрение было на то, что у него блохи. Но и после ошейника, вот через несколько дней я проверил, и все нормально. Вроде как ушли. Чего? Туда-сюда. Туда-сюда ходишь? Мэй. Мэй? Чего? Рыбу давал, не ест. Короче, сегодня я занят. Такое блюдо хочу сделать. Ну, консервы из плотвы. Голову, хвост, все убираю. Такое количество ведра. И попробую, что получится. Наверное, один раз только я делал. Чекай, не поднимайся туда. Один разок только я пробовал, делал из щуки. Вроде нормально получилось. И делал эти консервы из этого, как его, в печке. В печке. Очень вкусно получалось, мягкие, даже сыну я отправлял посылкой в Питер. Тоже пробовал. Ну, рыбы дофига наловил, чтобы не испортилось. Потому что, если, скажем, держать в холодильнике, морозилка-то есть, вернее, она все равно берет. Хоть ты двойной пакет ложи. Если уже засолил ты, соленую рыбу туда поставил в морозильник, все равно вкус уже не такой хороший становится. Скажем, если ты месяц продержал, ты не сразу съел и не нравится такая рыба. А вот когда консервами делать, думаю, вкуснее станет. Так что попробуем, что получится. Если в семье будут есть такие вот консервы, не будут капризничать, так скажем. Потому что рыбу, кроме меня, особо никто и не любит. Попробуем, что получится. Также пожарим. Надо есть. Надо пойманную рыбу есть этим, как его, свежими. Или же заморозить, свежевыловил, там почистил и сразу в морозильник. Тогда она, рыба, тоже вкусная остается. Но обычная стандартная плотва. Крупнее не наловишь. Такой. Вон они. Литров 10, наверное, ведро. Тут. Вон, кроме этого еще кушки. Вон они. Не мелкие тоже. Это я показываю тем, кто много раз уже писал, какой я рыбак-охотник. Просто не люблю я все показывать на видео. Все свои уловы, когда хорошие уловы бывают.
Зачем все заливать в интернет? Все равно ты не станешь героем в интернете. Это стопроцентно. Ну, хайпанешь там. Ненадолго тебя запомнят и забудут. И тем более можешь еще и врагов наживить там. А, мультяш, рыбу не ешь. А, свежую рыбу вообще не ест. Не знаю почему. Вкус такой у него. Любит сметану. Сметану вот это любит. Настоящая котяра. Сметана это у него. Сметану любит. Молоко так пьет. Ну вот эти сухие корма там. Ты когда высыпаешь из пакета, она когда свежая еще с запахом. А уже на следующий день этот остатки уже не ест. Все. Ему уже не нравится. Сегодня выложу очередной фильм, а там уже, наверное, пойдут сериалы мои про первую избу. Как съездил, как провел время, все покажу. Несколько обзоров, несколько изб, обзоры там. Заходил в гости. Ну и свою езду на УАЗике. Охота на уток, на боровую птицу. Все было, все вы увидите. Очень быстро разряжается почему-то аккумулятор у меня на Sony. Или зарядка что-то там. Все время... Все время... Надо, как сказать, менять. Вот аккумулятор это неудобство, блин. Видел еще одного зверя, так скажем, крупного. Зверь, животный. Много чего было интересного. Ну вот. Погода, конечно. Да и мне с погодой вообще круто повезло. Солнечно было. День такой хороший был. А сегодня уже вон как. Следующий поход у меня, наверное, будет на болото. Вон туда. В Заречье, куда я обычно хожу на весеннюю охоту. Сейчас у меня будет уже подготовка к будущей весне. Туда надо сходить. Такие планы. Ну вот, мое рабочее место. Тут я и работаю в обычные будни. Очередной фильм загрузил. Не загрузил, а, как сказать, отремонтировал. Отмонтировал, но, блядь, ремонт восхода считаю. Вот сегодня я буду выкладывать этот фильм. Ремонт восхода. Вот такой видеоредактор, кому интересно. Мови Вайли, Мови Вилли, что там? Я уже не помню. Нажимаем ОК. В принципе, вот видеодорожка. Здесь не так много файлов, но смотрите, сколько там лепил там. Из этого я 30-минутный ролик сделал. Ну, что получилось, получилось. И вот так каждый день по 30 минут монтирую фильмы. Это то же самое, как в офисе сидят за компьютером. Как они там не устают каждый день, там работают на компьютере, там печатают. Спина вообще должна быть железная. Железный позвоночник нужен, чтобы целый день сидеть и щелкать это в мышь. Вот сохраняем. Примерно так.
Так, ладно, больше, наверное, тут снимать не стану. Давайте еще посмотрим погоду. Мой канал. Тут у нас вот погода. Что дальше будет? Ну, в принципе, читай. Так, на 6 суток глянем. Вот, сегодня дожди. РП5 я всегда смотрю. Ошибки минимальные на РП5. Завтра также получается дождик. А вот послезавтра уже можно сходить на болото. -1 ощущение, прохладно. Самое главное, не ветрено, 2 метра в секунду. Потому что на болоте там, я вам скажу, продувает нехило. Вот послезавтра можно сходить на болото, отремонтировать шалаш. Ну, небольшой задумкой какие-то покажу. Скосить. И еще ягоды буду смотреть. Пособираю для семьи ягоду. И после пятницы уже опять такие дождики. Уже конец сентября. Не успеешь оглянуться, уже надо собраться на вторую избу. Ну, примерно так, ребята. Погода радует. Вот так загружается. Это, считай, сейчас быстро загрузилось. А бывают такие глюки в компьютере. Мама, не горюй. Ну, компьютер старенький. Ну, примерно так. Такой спонтанный, коротенький ролик поснимал, показал погоду, что творится на улице. В общем, ждите новые сериалы. Сегодня, сейчас я буду загружать уже 2 фильма. Этот фильм и коротенький ролик, влог, так скажем, будни Олега. Ну и еще вечером второй фильм выйдет. А если все получится, завтра уже, если я сегодня смонтирую первую серию, то завтра уже стартует новый сериал. Так что будет что смотреть. Желаю всем, кто не подписался, подписаться на мой канал. Оцените все серии лайками, дизлайками. Пишите комментарии. Сильно не ругайтесь. За все вашими советами я слежу. Как бы я имею в виду, что беру себе на заметку, не раз уже говорил. Советуйте, комментируйте. И все будет хорошо. Будем дальше снимать. Всем пока.